Здравствуйте! Сегодня у нас 5-й урок алгебры в 9 классе. Тема сегодняшнего урока – решение неравенств методом интервалов. В рамках сегодняшнего урока мы с вами вспомним некоторые способы решения неравенств второй степени, изучим схему решения неравенств методом интервалов, а также рассмотрим некоторые случаи использования метода интервалов для решения неравенств. Давайте сначала потренируемся. Давайте с вами выберем графическую интерпретацию для каждого неравенства. Это у нас с вами повторение прошлой темы решения неравенств второй степени. Перед нами 4 неравенства. Подберем для каждого из них графическую интерпретацию решения. Первое наше неравенство – минус 2х в квадрате плюс 10х минус 12 меньше нуля. Что мы можем сказать о функции y равно минус 2х в квадрате плюс 10х минус 12? Это квадратичная функция, график будет парабола, причем так как коэффициент а у нас отрицательный, то ветви параболы будут направлены вниз. Также при таком расположении параболы у нас будет два промежутка, на которых множество значений переменной будут давать отрицательное значение функции. И также, что мы можем сказать, судя по знаку неравенства, оно у нас строгое, значит точки границы промежутков у нас будут выколотыми. Из 6 графических интерпретаций решения нам под данные 3 критерия подходит только один. Это чертеж вариант D. Рассмотрим следующее неравенство. Х в квадрате минус 5х плюс 6 меньше нуля. Это также неравенство второй степени. Давайте также его исследуем и подберем под полученные нами свойства необходимый график. Первое, на что мы обращаем внимание, это коэффициент а. Так как он у нас положительный, равен единице, то ветви эскиза параболы у нас будут направлены вверх. Дальше, при начертании эскиза параболы с ветвями, направленными вверх, мы всего лишь получаем один промежуток, где множество значений x будет приводить к отрицательному значению функции. И так как у нас неравенство строгое, то точки, которые обозначают границы промежутка, у нас будут выколотыми. Согласно этим критериям, нам подходит только один график. Это график под номером А. Следующий пример. Мы имеем неравенство минус 0,2х в квадрате плюс х минус 1,2 меньше или равно нуля. Давайте также рассмотрим некоторые свойства функции y равно минус 0,2х в квадрате плюс х минус 1,2. Это квадратичная функция. Парабола у нас будет начерчена ветвями вниз, потому что коэффициент а при х в квадрате у нас отрицательный, равен минус 0,2. Также при таком начертании параболы мы будем иметь два промежутка, которые удовлетворяют условию, что функция у нас меньше или равна нуля. И так как неравенство у нас не строгое, мы работаем со знаком меньше или равно, то точки на нашем рисунке будут заштрихованы. Данным 3 условиям будет соответствовать график под номером G. Посмотрите, все 3 неравенства, которые мы с вами рассмотрели, имеют одни и те же нули функции. Поэтому мы с вами разделяем их только исходя из условий, которые даны у нас в самом неравенстве. 4-й пример. 3х в квадрате минус 15х плюс 18 меньше или равно нуля. Опять давайте рассмотрим, как бы мы начертили эскиз данной параболы для решения неравенства. Коэффициент а у нас положительный, значит ветви нашего эскиза параболы будут направлены вверх. При таком начертании параболы для функции
соответствующее условию, что меньше или равно нуля, будет только один числовой промежуток. И так как у нас неравенство не строгое, у нас стоит знак меньше или равно, то точки будут у нас заштрихованы. Давайте посмотрим, какой из предложенных чертежей у нас соответствует трем данным условиям. И это чертеж под номером B. Мы с вами таким образом повторили, как схематично решить квадратное неравенство. Теперь давайте с вами попробуем решить следующий пример. Неравенство x минус 5 умноженное на x плюс 3 больше нуля. Так как мы с вами умеем решать квадратные неравенства, давайте попробуем решить и это путем раскрытия скобок и приведения подобных в левой части неравенства. Мы получили неравенство x в квадрате минус 2x минус 15 больше нуля. Решим данное неравенство согласно следующей схеме. Рассмотрим функцию y равно x в квадрате минус 2x минус 15. Эта квадратичная функция, графиком будет являться парабола, ветви направлены вверх, потому что коэффициент при x в квадрате равен единице, он положительный. Теперь нужно найти нули функции. Выполнив эти вычисления, мы найдем, что нулей функции 2. Первый это число 5 и второй это минус 3. Теперь нам нужно изобразить эскиз параболы, который соответствует найденным нами свойствам. На координатной плоскости отметим нули функции. Это точки минус 3 и 5. Так как у нас неравенство строгое, то точки у нас будут выколотые. Построим параболу, которая пересекает ось x в данных точках, и ветви ее направлены вверх. Теперь нам нужно расставить знаки, определить промежутки знака постоянства функции. Функция положительна, согласно графику, на двух промежутках. От минус бесконечности до минус 3 и от 5 до плюс бесконечности. Именно эти промежутки и соответствуют ответу на наше неравенство. Теперь давайте попробуем решить это же самое неравенство другим способом. Для этого рассмотрим несколько случаев. Первый случай, когда у нас левая часть нашего неравенства положительна, это если оба множителя будут положительные. А второй случай, если оба множителя отрицательные. Как мы помним, произведение чисел с одинаковыми знаками равно положительному числу, что будет соответствовать нашему неравенству. Если мы воспользуемся первым случаем, то получим систему двух линейных неравенств. X минус 5 больше нуля и x плюс 3 больше нуля. Согласитесь, решить такую систему неравенств уже гораздо проще, чем квадратные неравенства. Перенесем минус 5 и 3 в правую часть, получим x больше 5 и x больше минус 3. Пока не будем отмечать решение данной системы на числовой оси, а используем второе условие. Если оба множителя отрицательные, тогда наша система неравенств выглядит следующим образом. X минус 5 меньше нуля и x плюс 3 меньше нуля. Также перенесем известные числа в правую сторону и получим систему двух неравенств x меньше 5 и x меньше минус 3. Теперь давайте с вами отметим решение всех четырех неравенств на одной числовой оси. Построим ось x. Отметим на ней два числа, это минус 3 и 5. Так как все неравенства у нас строгие, то точки будут выколоты. Решим графически первое неравенство. X больше 5. Это соответствует закрашенному промежутку. Это промежуток от 5 до плюс бесконечности. Второе условие – это x больше, чем минус 3. Также отметим его на числовой оси. Все, что закрашено оранжевым цветом, соответствует решению данного неравенства. Теперь отметим решение второй системы неравенств. X меньше 5.
Закрасим эту область зеленым цветом. Также отметим решение неравенства x меньше, чем минус 3. Как вы видите, две системы имеют решение, которое пересекается на промежутках от минус бесконечности до минус 3 и от 5 до плюс бесконечности. Если мы будем брать значение x из какого-либо из этих двух промежутков, то значение произведения в левой части нашего неравенства будет положительным. Запишем это решение в ответ. Теперь давайте рассмотрим следующее неравенство и решим, можно ли использовать какой-либо из этих двух способов для решения подобного неравенства. Нет, потому что после раскрытия скобок у нас будет четвертая степень над переменной, что не будет соответствовать квадратному неравенству. Ну и составлять систему неравенств из 4 неравенств также очень сложно. Для этого давайте с вами изучим новый способ решения неравенств. Это метод интервалов. Прежде рассмотрим функцию. Это поможет нам понять, каким же образом мы можем расставить промежутки знака постоянства для неравенств более чем второй степени. Функция f от x равная x плюс 2 умноженное на x минус 3 и умноженное на x минус 5. Область определения данной функции не имеет ограничений. Нулями функции очевидно будут являться числа минус 2, 3 и 5, которые разделят область определения нашей функции на 4 промежутка. От минус бесконечности до минус 2, от минус 2 до 3, и от 3 до 5 и от 5 до плюс бесконечности. Все эти числовые промежутки изображены у нас в таблице и графически на оси ОХ. Давайте с вами разберем каждый множитель по отдельности. Какой знак будет иметь множитель x плюс 2 на промежутке от минус бесконечности до минус 2. В данный промежуток включены все числа меньше, чем минус 2. Если мы будем их складывать с числом 2, то получим отрицательное число. Значит, данный множитель на данном промежутке принимает отрицательное значение. Множитель x минус 3 на данном промежутке также будет отрицательным, как и множитель x минус 5. Давайте так исследуем каждый множитель, исследуем поведение каждого множителя на каждом отдельно взятом промежутке. X плюс 2 на промежутке от минус 2 до 3 будет принимать уже положительные значения, потому что если мы будем складывать с двойкой числа больше, чем минус 2, то будем получать положительное число. На промежутке от 3 до 5 также множитель x плюс 2 будет принимать положительные значения, как и на промежутке от 5 до плюс бесконечности. Разберем x минус 3. На втором промежутке от минус 2 до 3 множитель все еще будет отрицательным. А уже на двух других, где у нас включены числа более чем 3, множитель будет принимать положительные значения. Третий множитель x минус 5 на всех промежутках, куда включены числа меньше, чем 5, будет принимать отрицательные значения, а на последнем, четвертом промежутке от 5 до плюс бесконечности он уже начинает принимать положительные значения. Зачем мы с вами заполняли данную таблицу? Затем, что теперь мы сможем выяснить, какое значение принимает функция на каждом промежутке. Итак, поставим знак функции на промежутке от минус бесконечности до минус 2. Так как все три множителя здесь принимают отрицательные значения, то произведение трех отрицательных чисел будет отрицательным числом. Функция здесь будет отрицательна. Берем следующий промежуток от минус 2 до 3.
Здесь мы имеем произведение также трех множителей, один из которых будет положительным, а два отрицательным. Произведение таких множителей будет положительным числом, и поэтому функция на данном промежутке будет положительна. Если мы исследуем третий промежуток от 3 до 5, то получим значение функции, которая составляет произведение трех множителей, два из которых положительные числа, а третье будет отрицательное. Произведение таких множителей будет всегда давать отрицательное число. Ну и самый крайний правый промежуток от 5 до плюс бесконечности будет давать значение функции как произведение трех положительных чисел, соответственно, это будет положительное число. Таким образом, на основе данной таблицы мы с вами исследовали функцию и выявили промежутки ее знака постоянства без построения. Давайте теперь запишем, когда функция принимает положительные значения, а когда отрицательные. Функция будет положительной на промежутках от -2 до 3 и от 5 до плюс бесконечности. И функция будет принимать отрицательные значения на промежутке от минус бесконечности до -2 и от 3 до 5. Это нам может пригодиться при решении неравенства методом интервалов. Что же такое метод интервалов? Это специальный алгоритм, который предназначен для решения сложных неравенств вида f от x больше нуля и f от x меньше нуля. Чтобы решить неравенство таким методом, нам нужно воспользоваться следующим алгоритмом. Сначала решить уравнение, когда f от x равно нулю. Мы таким образом найдем нули функции f от x, чтобы потом они нам обозначили границы нашего промежутка. Затем мы должны отметить все полученные корни на координатной прямой. Отмечаем мы их в соответствии с направлением оси ОХ, от меньшего к большему. Затем мы должны выяснить знак. Плюс или минус функция принимает в каком-либо интервале. Интервал мы можем выбрать по своему усмотрению. Выяснить знак плюс или минус функция f от x принимает в каком-либо интервале. Но и затем отметить знаки на остальных интервалах в соответствии с чередованием знака, так как после перехода через 0 функция будет менять свой знак на противоположный. Выявим это правило чередования знаков. Пусть функция задана формулой f от x равно x минус x1 умноженное на x минус x2 и так далее, и умноженное на x минус xn, где x это переменная, а x1, x2 и так далее это не равные друг другу числа. Тогда x1, x2 и прочие будут являться нулями функции f от x. В каждом промежутке, на который область определения разбивается нулями функции, знак функции сохраняется, а при переходе через 0 ее знак изменится. Таким образом, мы сможем с вами определять промежутки знака постоянства, не подставляя каждый раз значение из интервала в наше неравенство. Давайте с вами теперь решим более сложное неравенство. В левой части у нас три множителя. X прибавить 9, x вычесть 3 и единица минус x. И все это меньше нуля. Решим данное неравенство также методом интервалов. Для этого сначала решим уравнение, где левая часть нашего неравенства равна нулю. Когда произведение равно нулю? Тогда, когда один из множителей равен нулю. Поэтому разобьем наше уравнение на три части. Либо множитель x плюс 9 равен нулю, либо множитель x минус 3 равен нулю, либо множитель единицы минус x равен нулю. Решим каждое уравнение в отдельности и найдем три равносильных корня. X равен минус 9, либо x равен 3, либо x равен единице. При каждом данном значении наше уравнение превращается
верное равенство. Теперь давайте отметим корни уравнения на числовой оси и выделим интервалы. Корни нашего уравнения разделили область определения на 4 промежутка. Наша с вами задача определить знаки каждого промежутка. Подставим в нашу функцию значение из крайнего правого числового интервала, например, число 4. После подстановки мы видим, что функция при x равно 4 равна минус 39. То есть на данном промежутке функция отрицательна. Ставим в интервал знак минус. Оставшиеся интервалы мы заполняем согласно правилу чередования знаков. Таким образом мы получаем, что у нас есть два интервала, на которых функция положительна. Это от минус бесконечности до минус 9 и от единицы до 3. И два интервала, на которых функция принимает отрицательные значения. Это от минус 9 до единицы и от 3 до плюс бесконечности. Используем это, чтобы записать ответ. Нас просили найти, когда функция отрицательна, то есть когда наше неравенство меньше нуля. Записываем в ответ два промежутка от минус 9 до единицы и от 3 до плюс бесконечности, скобки круглые, так как неравенство строгое. Давайте с вами решим неравенство, где в левой части у нас дробь. В числителе у нас 7 вычесть х, в знаменателе х плюс 2. Все это меньше или равно нуля. Знак дроби, которая нам дана 7 минус х деленное на х плюс 2, будет совпадать со знаком произведения 7 минус х умноженное на х плюс 2. Давайте заменим дробь на произведение. При этом неравенство мы решим так же верно, как если бы решали с дробью. При этом решение неравенства будет совпадать с решением исходного. Только давайте с вами учтем, что при х равное минус 2 у нас знаменатель будет равен нулю, и поэтому он не будет входить в решение нашего неравенства. При этом давайте учтем, что при х равное минус 2 знаменатель нашей дроби будет равен нулю, соответственно х равное минус 2 не входит в решение нашего неравенства. Вынесем минус у первого множителя за скобку. Получаем минус х минус 7 умноженное на х плюс 2 меньше или равно нуля. Таким образом мы приводим неравенство к удобному виду, когда можно будет воспользоваться методом интервалов. Разделим все неравенство на минус единицу. Таким образом мы избавимся от минуса впереди произведения, но при этом знак нашего неравенства изменится на противоположный, потому что при делении неравенства на отрицательное число знак меняется. Решим соответствующее уравнение. Корнями данного уравнения будут два числа х равное 7 и х равное минус 2. Отметим данные точки на числовой оси. Заметьте, пожалуйста, что число 7 у нас отмечено заштрихованной точкой, потому что у нас неравенство имеет не строгий знак. Соответственно, мы можем иметь в левой части неравенства 0, а число 7 превращает левую часть нашего неравенства в 0. А точка минус 2 у нас выколотая, потому что при значении х равно минус 2 знаменатель нашей дроби превращается в 0. Мы не можем его использовать в ответе нашего неравенства, но как граница промежутка он нам будет нужен. Так же, как и раньше, давайте с вами определим знак крайнего правого промежутка, то есть это от 7 до плюс бесконечности. Например, возьмем число 8. Если мы подставим число 8 в наше неравенство, в левую часть, то получим в итоге положительное число. Значит, отметим наш крайний правый промежуток знаком плюс. Заполним остальные промежутки согласно правилу чередования знаков. Итого мы получили два положительных интервала и один интервал, на котором
функция, которая соответствует левой части нашего неравенства, принимает отрицательные значения. Запишем в ответ то, что нас просили найти. Когда же функция, которая представляет собой дробь 7 минус х деленное на х плюс 2, отрицательна? Так как мы разделили исходное неравенство на отрицательное число, знак неравенства изменился на противоположный, и теперь нам следует указать в ответе, когда наша функция, которая представляет собой дробь или произведение х минус 7, х плюс 2, принимает положительные значения. Таких интервалов два. Это от минус бесконечности до минус 2 со круглой скобкой и от 7 до плюс бесконечности. Причем у семерки будет скобка квадратная, так как мы можем использовать число 7 в качестве ответа к нашему неравенству. Давайте подведем с вами итоги нашего урока. Сегодня мы закрепили тему решения неравенств второй степени. Также мы изучили метод интервалов как способ решения неравенств, которые более сложные, чем неравенство второй степени. И рассмотрели несколько примеров решения неравенств методом интервалов. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание.